Еще совсем недавно глава Башкортостана Ради Хабиров принимал участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Победы и независимости Республики Абхазия. А уже сегодня президент Абхазии Аслан Бжания находится с официальным визитом в Уфе по случаю празднования Дня Республики Башкортостан. Глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров и президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжания. Аслан Бжания и Ради Хабиров возложили цветы к памятникам башкирскому поэту и общественному деятелю Шейхзаде Бабичу и национальному герою Салавату Юлаеву, а также к памятнику генералу Минигали Шаймуратову. Далее на Советской площади Уфы прошло торжественное посвящение школьников шаймуратовцы. Это значит хорошо учиться, быть патриотами и быть достойными памяти знаменитого комдива. Хочу поздравить всех жителей республики с этим замечательным праздником. А церемония посвящения шаймуратовцам на меня произвела неизгладимое впечатление. Я вспомнил свое детство, когда я был пионером, комсомольцем. Я очень рад, что вы зародили такие традиции, потому что сегодня здесь выросло сейчас поколение людей, которые надежно будут защищать великую Россию и многонациональный народ Башкортостана. И это сделано вами. Во время визита в Абхазию Ради Хабиров сказал о том, что в знак дружбы Абхазии и Башкирии в Уфе появится копия Сухумской колоннады. И вот на башкирской набережной заложен первый камень. Специально для этого из Абхазии была привезена капсула с частичкой абхазской земли. Станет сердцем набережной реки Белой, сердцем колоннады, символизирующей нерушимую дружбу наших народов. Уважаемые гости, приглашаю вас заложить капсулу в башкирскую землю. После Аслан Бжания и Ради Хабиров в интервью журналистам подчеркнут, что между двумя республиками сделан еще один шаг, чтобы стать ближе. Вот как вы сегодня оцениваете уровень взаимодействия между Абхазией и Башкортостаном? Пользуясь случаем, хочу поздравить с праздником всех жителей вашей прекрасной республики. Конечно, экономическое взаимодействие имеет огромное значение. Ваша республика в этом смысле очень развитая. Мы здесь имеем несколько точек соприкосновения. Есть чем обменяться. Вот сегодня Ради Фаритович рассказывал о том, что по программе, которая реализуется, первые 50 человек поехали отдыхать к нам в Абхазию. И, конечно же, другие направления тоже будут развиваться, потому как это очень интересно, потому что это выгодно и народу Абхазии, и жителям вашей замечательной республики. Мы сегодня заложили камень в фундамент колоннады, которая есть в Сухуми. Это вообще, я считаю, архитектурный шедевр на самом деле. И когда мы думали его устроить у себя, я обратился к Аслану Георгиевичу с просьбой помочь нам передать проектно-сметную документацию, потому что, подчеркиваю, это сложный архитектурный объект. Но самое главное его значение. Это объект дружбы Абхазии и Башкортостана и объект уважения и благодарности нашим предкам, те, кто работал до нас, те, кто помогал друг другу, потому что с давних лет эта дружба идет. Островок Абхазия, мне кажется, будет приятно. Но важно другое, конечно, это символ, важно реальное сотрудничество. Мы всегда, Аслан Георгиевич, спасибо большое, мы действительно быстро, ваши коллеги, отработали. Туда первая группа ветеранов наших пенсионеров по программе «Башкирское долголетие-Абхазия». Вы знаете, у нас есть «Башкирское долголетие-Беларусь». Поехали, это как бы первые ласточки, посмотрят, приедут, скажут нам. Мы сейчас видим, как интенсивно развивается Абхазия. Она пережила очень непростые годы.
Но сейчас развивается активная инфраструктура, что важно, и начинает действительно развиваться очень сильно и санаторно-курортная сфера и так далее. Нам это очень интересно. По линии нашего правительства перевели переговоры по обмену продуктами питания, потому что сельхозпродукция Абхазии является и востребованной, и качественной, и понятной, и любимой нашими жителями. Поэтому эти процессы идут. Ну, они так и, собственно, будут идти. Александр Григорьевич, наверное, когда аэропорт в Сухуми откроется, пассажиропоток, турпоток станет еще больше? Мы на это рассчитываем. Конечно же, открытие аэропорта придаст дополнительный импульс в плане развития индустрии отдыха. И, конечно же, мы станем еще ближе. Я уверен в том, что воздушное сообщение будет налажено в том числе и с вашей замечательной республикой. Башкортостан на самом деле занимает достойнейшее место среди субъектов Российской Федерации. Республика в экономическом плане состоялась. Она имеет огромный потенциал. Этот потенциал с каждым годом раскрывается. Уровень жизни, он виден. Вот ваш город. Сейчас, может, это не модно так говорить, но если так вот, такой современный, динамичный, как это раньше принято было говорить, европейский город. Сейчас это, может, не самое модное. И это все благодаря тому, что правильно расставлены акценты. Это когда руководители могут выделить главное. Люди работают над этим. Поэтому тут виден большой подъем. Но и дальше надо идти в таком же духе. Мы, например, на меня ваша республика производит очень приятное впечатление во всех отношениях. Все сферы, спорт, наука, культура, отрасли экономики. Все хорошо, как я это вижу. Дай Бог, чтобы было еще лучше. Спасибо. В мероприятиях по случаю Дня Республики также принимают участие депутат парламента Алхаз Барцыц и глава администрации города Сухум Беслан Эшба.